В аппарате уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия подведены итоги проекта «Школа правозащитников. Учиться и действовать». Школа правозащитников – это универсальная платформа дистанционного, контактного и игрового правового просвещения, разработанная Российским новым университетом при поддержке уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В конце апреля 2018 года проводились первые и вторые уровни испытания для участников. Всего в мероприятии принимали участие 6 команд школ города Якутска, учащиеся с 7 по 11 классы. Так вот, в конце апреля проведена в Республиканском ресурсном центре «Юный якутянин» игровая платформа «Правовые волонтеры» правопросветительского проекта «Школа правозащитников. Учиться и действовать». В проведении последнего этапа большую помощь оказали Якутская кадетская школа-интернат и детский подростковый центр городского округа город Якутск. На всех 3 этапах участвовало 6 команд школ города Якутска. Проведенные мероприятия позволили сформировать у школьников основы правовой культуры, определили практические потребности учащихся в знаниях и навыках в правовых вопросах и развивают творческие способности и интерес в целом к законодательству. Командам игровой платформы предстояло пройти правовой марафон по игровым площадкам, посвященным ключевым отраслям права. Лучшими стали команды среднеобразовательной школы номер 5 Якутска, совместная команда среднеобразовательной школы номер 14 и среднеобразовательной школы номер 33 Якутска, Тулагинская и Мархинская среднеобразовательные школы. Победители регионального отборочного этапа, команда среднеобразовательной школы номер 5 города Якутска «Вестники добра» приняли участие в финале интерактивной правовой игры в городе Москве. Заняли призовое 3-е место, потеснив опытные команды, постоянно участвующие в данном проекте, команды из профильных учебных заведений и классов. В этом году Республика Саха-Якутия участвовала впервые. И данный проект, вот как правовое волонтерство, реализуемый на федеральном уровне при поддержке уполномоченного по правам человека Российской Федерации Москальковой Татьяны Николаевны, конечно, мы уверены, что такой проект будет продолжаться и дальше. Команда от Республики Саха-Якутия «Вестники добра» показала свою работоспособность, свое стремление к новым знаниям. И, конечно, мы очень рады и с большим удовлетворением отмечаем, что наша Республика Саха-Якутия и в направлении правозащитной деятельности на сегодня уверенно заняла ведущую роль и получила признание на федеральном уровне. В частности, вот победитель команды, как было отмечено, это 5-я школа, команда «Вестники добра», при руководством и конкретно наставником Еленой Николаевной. И насколько за короткое время, надо сказать, что ребята очень быстро собрались и показали такой высокий результат. Я бы хотела выразить свое пожелание, как уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия, что в приоритете деятельности органов власти республики и органов местного самоуправления на сегодня находятся права человека. Поэтому, конечно, вот пожелание такой всемирной поддержки, чтобы каждодневно в своей деятельности каждый чиновник, каждый служащий действительно бы относился с уважением к человеку. В процессе прохождения квеста школьники и правовые волонтеры получают общее представление об институте омбудсмена и о порядке рассмотрения обращения граждан к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.